охотный ряд, торговый центр. Вот выход к Александровскому саду. Здесь так вот красиво. Здесь так приятно, так прохладненько из-за водички. Как же я люблю воду. Как же красиво. Лошади такие. Шикарно. Смотри. Максим, смотри. Красиво. Смотри, нам нужно наоборот. Так я же говорю, что так и надо. Ну, посмотреть-то дайте. Ничего, ребят. Здорово. Лошадки. Ну что, тогда туда пойдем? Или там по лестнице? Нужно будет обойти красную. А где надо? Солнечное Баку? Да. Да. Все, мы пришли. Плохо стало? Да ты столько выпил. Это же 0,8. Да. Выбрасывай это. Здесь нельзя ставить. Ты уже слушаешь? А там ничего, по-моему, и нет. Речь отдохнуть. Итак, мы выехали из этого Винтерфелла говняного. Наконец-то мы в нормальном отеле. Да, и заехали в номер. Вот такой двухкомнатный номер, гостиница «Академическая». Она принадлежит Академии наук, мне сказали. И вот такие 2 комнаты, 4600 в сутки. А там мы отдали 3300 в сутки за 7 квадратных метров. Ужас, я вам честно скажу, товарищи. Тут все есть, все. Полотенце, ванна, фен, все, унитаз, халаты, 2 телевизора, коридор, стол для моих видео. Все есть. А там не было кондиционер, там не было ничего. Мы чуть не чокнулись. Тут есть окна, там нет окон. Мы когда заехали в такой отель, мы были в шоке просто. Сейчас мы заехали в нормальный отель, в нормальный. И мы счастливы от того, что мы заехали в нормальный отель. Потому что в Москве, ой, ну всяко может быть, всяко. Вот понимаете, вот как ты напоришься, бронируя. Шкаф, видите? Здесь есть абсолютно все. Сейчас принесут постельное белье, даже сейф. Мы теперь знаем, вот что рекомендовать, да? Если вы хотите заехать, с одного человека будет 2700. Гостиница «Академическая», Москва, улица Донская, 1. Если вы заезжаете втроем, в 3-местный номер будет 4600 в сутки. Я считаю, это по-божески, я вам честно говорю, честно. Это центр города, прямо у Красной площади. И дешевле вы не найдете, просто. Ну и круче, конечно. Посмотрите на этот номер. Мы живем сейчас на 5-м этаже. Вот, лифт, все ходит, все нормально. Но я до сих пор, меня трясет от Винтерфелла. 7 квадратных метров примерно номер. Мой туалет дома больше, понимаете? Размер туалета. Вот такой туалет, это комната у них, понимаете? Возмущения нет предела.
Ну, они, надеюсь, деньги нам в течение 2 недель вернут за одни сутки, а за остальное мы прошляпили, конечно. Ну, вот такой ответ получился. Ну, пошли на завтрак. Время 8:22. В Москве, в Калининграде 7:22. Вот мы на 5-м этаже на своем. Все прилично, все хорошо, слава богу, душа спокойна. И мы пошли на завтрак. Ой. На лифте будем спускаться. Хорошо. Ресторан академический. Туалеты. Ресторан. Здравствуйте. Если нельзя, мы поймем, ничего страшного. Нельзя, ничего, тогда придет, может, до 10 еще, время-то есть. Так, ну смотрим, что тут есть. А тут шведский стол, да? Посмотрим. Оливки, огурцы, салаты, бутерброды, арбузы, булочки. А там что? Печенье, всякие штуки, чай, кофе. И горячее что-то есть. Творог. Штуки горячие. Вот такие завтраки мы себе собрали. Тут, значит, блины, запеканка, маффин, каша у Геркулеса с вишней, у меня с яблоком. Вот такая вот. Еще арбуз себе взяла. И капучино. Мы нашли под кроватью сигареты. Надеюсь, видно хоть что-нибудь. Я хочу их достать и забрать себе, хотя я не курю. Как трофей. Сейчас буду пытаться достать. Круто. Вот они, сигареты. Я их нашла. Чужие сигареты. Так, сколько в пачке? Ух ты, сколько тут. Ничего себе. Настоящие сигареты. Вот это да. Я заберу этот трофей себе. Нашла в отеле у себя на этаже, прямо у номера, вот такой балкон. Прикольно. Мы собрались на улицу. Жаркий день в Москве. И вот так вот такой вид тут. О, так страшненько. 5-й этаж. Лишь бы голова не закружилась. Мужики пахнут одеколоном у меня. Бруно Банани. Все, закрываешь номер? Все? Да. Ты уверен, что он закрыт? Ты проверил? Дерни ручку. Как его еще закрыть? Все,